Всем привет-привет, с вами канал Элайф. Сегодня 1 сентября, поздравляю всех родителей, всех учеников, всех студентов с первым днем обучения, знаний, с днем знаний, школьный день. Мы идем в горку, как всегда, в Сергиевом Посаде и собираемся вот в этот подземный переход пешеходный пройти, чтобы перейти дорогу и пойти в торговые ряды, пройти по ним, потом пойти кофе взять, потом в музей советского детства. Очень хочется мне попасть именно в него. Прям хотелось. И потом хочу к мощам преподобного Сергия Радонежского попасть в храм. Вот. Но сначала вот этот музей советского детства. Мы очень много здесь советского увидели. Это так интересно в Сергиевом Посаде. Ольга, тебе привет. Я рекомендую тебе съездить в этот город. Может быть, с твоей подругой, с друзьями. И посмотреть. Действительно, здесь очень много кафе, посвященных советскому времени. Музей советского детства, музей игрушек. Там тоже много про советское. Есть частные коллекции, тоже связанные с советским временем. Так, что тут у нас продается? Деревянные игрушки и матрешки. Здрасте. Игрушка огородская, курочки, кремли, береста. Ага, ну мы на обратном пути, конечно же, зайдем к вам. Спасибо. О, а сегодня не работают другие павильоны тоже, да? Может быть, время такое. Они, может, по выходным. Ой. Тут аренда висит, видишь? Ну, Туристов мало. может быть, туристов мало. Считай, Ну, зря да. туристов мало. Здесь должно быть много туристов. Особенно осенью. Да. Здесь хорошая образовательная программа. Культура России. Старое время, советское время и так далее. Православие. Здесь много чего можно услышать, узнать в этом городе. Ну и, конечно, он красивый. Наоборот, должны осенние быть очень популярные экскурсии. Мы идем после кофе, прогуливаемся до музея советского детства. Тут ларек какой-то прям. Свежая монастырская выпечка. Тут везде вот эти ларечки. Всякие кафешки, ларечки со свежей монастырской выпечкой. Вот. Я сейчас была недовольна. Кофе нам сделали плохой. И потом мы пришли в Макдак, чтобы взять, как мы обычно берем, панини тоскано без мяса. Ну, то есть мы просто выключаем котлету или там курицу из панини. И нам кладут лепешку, помидор, рукколу и сыр. Ну и лук. Лук, который я убираю оттуда потом тщательно. Вот. И нам не стали расплавлять сыр, а просто покидали все в лепешку. Ну, короче, холодные помидоры, холодная руккола, холодный сыр. Здесь Макдональдс очень древняя Какой-то аппаратура, потопный. оборудование. Ну, всё. мы вчера брали, все было нормально. Ну, Вова брал. А сегодня вот пришли там много народу, 1 сентября, школьники собрались. много. И они, видимо, решили не париться. Я подошла, говорю, а что, почему? Это вообще-то, когда кладут горячую котлету, она расплавляет сыр. Я говорю, ну, а погреть-то ведь можно было. Ну, нельзя было, сказали. Сказали, идите отсюда нафиг. И я пошла туда, куда меня послали. А вот, и все, и мы пришлось есть вот этот странный холодный бутерброд в лепешке. Было не очень приятно, конечно, ну ладно. Пришли мы в музей советского детства. Чувствую, что мы будем в компании. Сейчас я сделаю фото. Тут вот советские машины стоят, такие симпатичные. И мы пошли. Тут ребятки. Тут машина. Так, а еще на 3-м этаже музей частных коллекций. Но мы на 2-й пока. Мы пока на 2-й. Вот он музей. Ух ты. Уже сразу же такие все штуки. Давай бахилы.
куда мы могли... В общем, нас не пускают, здесь предварительная запись. Попали туда, я немножко вспылил, сказал все, моей ноги здесь не будет. И, Камеру вверх прям держишь. ну, в общем, нам предлагали в 4 часа прийти, вот свободное время, возможность. Но на самом деле никто, конечно, не пойдет туда в 4 часа. В общем, такая вот проблема с этим музеем. Нигде нет информации о том, что предварительно нужно согласовывать группы, потому что если они хотят Какие детей группы, если мы вдвоем принести, пришли? говорят, мы не пустим вас с детьми. Ну, в общем, такая проблема. Ну, в итоге все, ладно. Будем искать другой вариант, где провести время. Теперь мы пошли в другой музей. Музей-заповедник. Посмотрим. Может быть, нас туда пустят. Надеюсь. Ну, музей сам. Мы. Гуляй, пожалуйста. А если музей у нас как раз одна на все выставки. Налево. Ага, спасибо. Ух ты, лошадка. Соломенная. Это реплики сделаем. Ага, здорово. Красиво. Ну давай сначала пройдемся вот здесь. Тут пушки сделаны. Вот. Ага, выставочный зал, восточный корпус. Все тут много всего. Смотри-ка. Музей матрешки есть. Ух ты, прикольно. Музей русской матрешки. Выставка. Художники СССР и современной России. И музейный комплекс Конный двор. Так, ладно, смотрим дальше. Оглядываемся, осматриваемся. Ой, господи. Так-то это был конный двор. Тут какую-то штуку сделали, наверное, чтобы фотографироваться. Да. Прикольно, слушай. Смотри, сколько тут всего такой, как форт. В Калининграде же форты вот тоже, да? Ух ты, прям вообще, какая большая штука тут, да? Сделаю фото. Здесь конюшни были. Были конюшни, стали музей. А я думаю, почему конный двор? Лошадей, что ли, показывают? Ветер сейчас шуршит, наверное, в камере. Посмотрим. На шпилях не петушки, а рыцари, всадники. Вот. Лошади. Ну, смотри. Ага, прикольно. Там на часовне гусыня, что ли? Видишь? Вот вверх часовни. Да я вижу, чем-то украшено, но я не вижу, чем. Так. Или колокольня. А тут, смотри, статуи какие-то сделаны, поставлены. Женщина и мужчина. А вон там матрешки еще раз для фотографий стоят. Мужчина, кузнец, да, у нас. Такой выдающийся человек. С молотом. Это я сейчас сразу юмор вспомнила. Бей бабу молотом, будет баба золотом. Поговорка русская. Видите, она сразу какая. Вот он стоит с молотом, а она сразу с пирогами, такая вся. Я готовлю, я стираю, я все делаю. А все почему? Мужик-то с молотом стоит. Вот как надо обращаться правильно. А вы все это комплименты, да подарки какие-то, да все золото, да серебро. Не надо так шутить. Пошли, билет купим. Может, чего посмотрим? Мы не везунчики. Но тут стоит настоящая карета. Программа не работает.
И нас не пускают опять в музей. Вот так-то. Нас не пустили во второй музей. Еще и начался гром. Если нас не пустили в 2 музея, попадем ли мы все-таки в собор в Троице Сергиевой Лавре? Попадем. К Сергию Радонежскому. Или уже нет? А ты не помнишь, в какую сторону нам? Хорошо. В сторону гостиницы. Хорошо, я первый раз такое вижу. Зачем я в группе это задание сделала? Ну, по крайней мере, нет. Мы заходили в музей советского детства. Мы заходили. Но мы туда ничего не посмотрели, понимаете? Нас не пустили. Мы заходили. Вот. И загадывала я в этом задании музей советского детства. Видимо, его я и буду открывать потом. Угу. Признаваясь, что я его не посещала. Посещала Нет, только его... мы же зашли Его в прихожую, да. прихожую посещали, Одела так что желтые задание. прекрасные бахиллы и сняла. Смотрите, сколько голубей около памятника Сергию Радонежскому. Я давно столько не видела голубей. Мне даже страшно идти через эту толпу. Смотрите, какое небо хмурое стало, гроза собирается. Нас в 2 музея не пустили. Может быть, это наши колдовские флюиды. Да я шучу. Собирают громы молнии вокруг Сергиева посада. Вон там торговая галерея. Думаю, может туда сходить, если пустят. Но сначала мы пойдем Какие к мощам. Я не хочу говорить. Да я, ну ладно, не схочешь, не иди. Вот видишь, меня уже не пустили. Мой муж теперь. Вот и все. Тучки-то сгущаются. Мы пришли в Лавру. Вот, кстати, надо будет в книжный зайти мне за блокнотом. И вот тучки сейчас такие сгущаются прям. Так красиво. Обожаю это место. Нам нужно вон в тот собор. Сейчас сделаю фото. Такой с тучками хочу фото сделать. Сейчас еще, скорее всего, начало года. Ай, запах-то какой. Прям восковой запах. Медовый такой, Да, прям слышишь? очень Приятный. вкусно пахнет. Да. И гроза такая. Гроза. Здорово. Ну вот так судьба. Я считаю, что любой путь — это путь Бога. И если нам так вот положено было не попасть в эти 2 музея, значит, так было нужно. Может быть, нам Бог готовит что-то лучшее. А может быть, уберегает от чего-то. Может быть, нам, не надо было вот приходить именно в эти музеи. Не знаю. Дождь на улице. Такая вот погода.